понятно, что это не маткой дышится, то есть понятно, что ты вкалываешь для того, чтобы потом, ну не знаю, дать детям образование. И вот совмещать, видеть вот этого человека и на работе, вот его рожу видеть 24/7, это нормально или нет? И вот это не рожа, а лицо, наверное. В принципе, наверное, одна из ключевых причин разводов. Это все брехня полная. Ты, братан, качай, фигней заниматься. Что за фигней занимаешься? Там шарики, цветочки, бабские вот эти вот свои. А это всегда. Вообще сейчас вот провести свадьбу. Если человек хочет максимально бюджетно провести свадьбу, в какой ценовой диапазон он попадет? Хотели поломаться немного, да, и он такой, я мужик, нет, не будем. Ну просто начнем с того, что он тогда первый подал на развод, я повыеживалась. Добрый день, уважаемые зрители. У нас сегодня в гостях человек, который создает праздники, который эти праздники создает так, чтобы у людей это приносило как ей удовольствие от процесса работы, так и людям приносил сам процесс работы удовольствие. Алина Измаилова, школа дуэт, дуэт декор. Я не знаю, сколько уже направлений у вас есть, но на сегодняшний день я могу твердо сказать, что это в сфере декора, это, наверное, организация, которая является номер один. Это по моему мнению. И сегодня с вами ведущий я, Бексултан Осмонов, мой коллега, да, и Эркинбеков Баель. Алин. Здравствуйте, так представили. Вообще, если быть точной, компания называется «Мастерская дуэт». То есть слово «мастерская» это является частью названия. Но как бы нас часто сокращают как просто дуэт. Дуэт. Да. Алин, с чего начался ваш путь? Честно говоря, начался до банальности простого. Когда мы начинали... Вообще, работая вот в мастерской дуэт, это моя первая и единственная работа. Я нигде больше не работала никогда. И началось все с того, что когда-то, вот я еще была студенткой, у меня парень летом устроился на работу, хотя обещал все лето со мной тусоваться. Вот, на тот момент еще парень. И просто пришел, говорит, я пошел на работу. Я говорю, а как же... лето, а как же вот там, как же мы там пойдем, там, не знаю, на панораму потусить, я не знаю, куда-нибудь в горы сходить, на Искуль, нет. Пошел на работу, ну и мне тоже нужно было придумывать для себя занятия. Я случайно увидела курсы флористики, пошла, отучилась, и как-то так отучилась, что вот, вот как-то с этого все началось. Работала просто частным флористом, то есть просто собирала там композиции, букетики для невест. Это вот был наш старт когда-то 10 лет, даже больше 10 лет назад, получается, уже. В 3 раза дороже продавали 8 марта и 14, да? Нет, на самом деле в 3 раза дороже, как все. Мы не наглели, никогда, кстати. Но да, был момент, у меня даже где-то есть фотографии, возможно, я отправлю вам, вы потом прикрепите в монтаже. Мы продавали цветочные композиции, я их всю ночь собирала, причем собирала их дома у своих свекров. Спасибо им, что они меня не выгнали тогда. Вот, мы собирали цветочные композиции, это было, опять же, до банальности, ну, такая смешная штука, просто кружка, в которую мы вставляли там живые цветочки, и бедный мой, уже супруг сейчас, но тогда был парень, вот он вместе со мной, мы возле ЦУМа продавали цветы, кто меня с тех пор помнит, я прям, я вот вам прям привет передаю. Вот. Круто. Алин, скажите, пожалуйста, вот что такое декор для вас? Что ваша работа для вас значит? На самом деле для меня работа это не просто вот как обычно бывает, встаешь и там просто идешь на работу, чтобы заработать денег, чтобы прокормить семью. Это все, да, тоже понятно, это все базово, но у всех. Но для меня это еще и, ну не знаю, это прям образ жизни, это какая-то часть жизни, потому что вот если взять меня как личность, как человека и отделить, допустим, вот там, не знаю, отдельно работу, отдельно семью, отдельно меня, ну нету, как бы у меня не складывается образ. Ну, именно вот образ мой как человека. То есть, ну, работа является частью меня. Я очень сильно самовыражаюсь в этом. Да, понятно, там устаешь, стрессуешь, но в целом, как бы, видя результат, ты удовлетворен, видя результат, знакомясь с людьми, да, знакомясь там с разными брендами, то, что сейчас мы в целом активно вот за последние годы, то есть нам начали доверять крупные компании. Вот это прям... Ну, не знаю, это очень сильно мотивирует, это очень сильно, хоть это и банально звучит, но это вот является, ну, не знаю, какой-то внутренней, ну, не знаю, внутренней опорой,
внутренним стремлением. Это очень, не знаю, адреналин всегда какой-то Мгм. вызывает. И вот, кстати, еще всегда, я не знаю, так можно говорить, нет? Все можно, без проблем. Только не материтесь. Есть один декоратор, нет, есть один декоратор, он всегда озвучивает на своих конференциях, что декоратор — это наркоманы стресса. Вот я считаю, что все, Вау. кто работает, что все, кто работает в индустрии декора и в индустрии ивента, вот в индустрии мероприятий, мы все зависим от какого-то вот этого дофамина, но тем не Мгм. менее мы являемся вот как бы зависимыми, то есть мы постоянно, я говорю, постоянно стрессуем, постоянно думаем, блин, зачем я этим занимаюсь, но каждый раз, когда получается, драйве, мы да? каждый раз опять это делаем. Ну, то есть я и говорю, мы какие-то наркоманы стресса, вот, Да. вот примерно так. А вы вообще вот здесь, из Бишкека или... Да, я родилась в Кыргызстане, выросла в Кыргызстане, в принципе, очень надеюсь прожить тут всю жизнь, но посмотрим, как, как распорядится судьба. Классно. А школу, университет, может быть? Здесь заканчивала школу, я заканчивала 6-ю гимназию. Правда, после закончила спецпрограмму, у меня по итогу московский аттестат, но в целом, как бы я гражданка Кыргызстана, здесь живу. Университет тоже закончила здесь, там, КРСУ наш, и после магистратуры в АУЦА, поэтому... А по образованию вы кто? Ой, по образованию я закончила международные отношения, а после... Далеко, да? Очень далеко. А после закончила управление бизнесом АУЦА, магистратуру. Но, опять же, так получилось, что я закончила школу, мне было 15, и просто родители мне помогли выбрать специальность, потому что спроси у ребенка 15-летнего, Ну, как всегда, да, у куда нас ты хочешь принято. пойти. Да. Да. То есть так получилось, что я школу раньше закончила экстерном, что, ну, на мой взгляд, не есть хорошо, то есть все равно лучше там выбирать, там, не знаю, когда тебе 18-19 лет, уже хотя бы есть Да. представление о том, что ты хочешь от жизни. Наверное. Да. Сейчас, а удовольствие от вашей работы вы получаете? Да, конечно, безусловно. Стресс тоже, но удовольствие больше. Удовольствие больше. Ну вот смотрите, Алин, я вам скажу так, я это вижу, если с точки зрения как предпринимателя смотреть, любой бизнес – это стресс, потому что Да. постоянные риски, постоянные действия – это все порождает стресс. Но опять же, это дофамин, когда у предпринимателя удается что-то получить, какой-то результат. В вашем случае, наверное, красивое оформление, красивую стилистику. Или как, от чего у вас вырабатывается дофамин, вот если вопрос задать? Но смотрите, если говорить с точки зрения предпринимателя, то будет ошибкой сказать, что предприниматель рассуждает только тем, что у тебя получилась красивая картинка. Это немножко как бы с творческой точки зрения, да, можно посмотреть. У предпринимателя будет вырабатываться дофамин, если он зарабатывает на этом деньги. Да, да. Ну, как бы это ни звучало, в любом случае основная цель предпринимательства – Это это деньги. получение прибыли. Вот. И если рассматривать меня с точки зрения предпринимателя, да, то есть, конечно, конечной целью является заработать, ну, то есть получить прибыль, там, не знаю, вырасти там на какой-то уровень новый, не знаю, закупить какое-то новое оборудование, там, ну, не знаю, расширить команду и так далее. Это является целью конечной. А если говорить обо мне там как о творческом человеке, то да, конечно, ну, там, картинка красивая получилась, как чудесно. Ну, то есть тут... несколько сторон, да, у нашей профессии есть. Но, опять же, ну, предпринимательство не... Это не благотворительность. Это не благотворительность. Мы не Конечно. занимаемся благотворительностью, и более того, то есть мы против того, когда люди в целом свою деятельность рассматривают только как творчество и только как благотворительность. Любая деятельность, она должна быть оплачена, причем оплачена достойно, так, чтобы человек мог покрыть свои потребности, там, не знаю, в семье, в досуге, в каких-то, ну, каких-то своих потребностях. А вот вы сейчас работаете, осуществляете вот какие-то декорации, я не знаю, как это правильно, флористика. При осуществлении вот этих работ вы лично участвуете в этих процессах или вы как процесс контролируете со своей стороны? Я так понимаю, вы руководитель компании. На данный момент я руководитель компании, я практически не участвую в процессах физического создания декора, но выполняю либо административную функцию, то есть управление людьми, там, не знаю, распределение ресурсами. Также, как бы я ни пыталась из этого выйти, я в любом случае являюсь ключевым звеном в отделе продаж, потому что, ну, в основном, чаще всего, особенно с какими-то крупными клиентами, я общаюсь лично и напрямую. И в целом, опять же, я просто контролирую финальную картинку создания декора. То есть это в любом случае, любой заказ, если я приду, закажу у вас какую-то декорацию, вы будете этот процесс контролировать? Сейчас уже нет. Сейчас уже нет. Но как бы Но у вас на это есть команда? На это есть команда. Который контролирует весь процесс от и до, чтобы картинка получилась
такой, Да. которая должна быть. Да, но мы постарались выстроить сейчас звенья так, чтобы, да, чтобы можно было. Ну, элементарно у нас получается с семьей улетать, там, не знаю, в отпуска, да, там один или несколько раз в год, по-разному бывает. И, естественно, на этот момент работа компании, она не останавливается. И понятно, что чтобы иметь, там, не знаю, семью, какую-то личную жизнь, ты же не можешь всю жизнь, то есть все время жить на работе. То есть ну, нужны люди, нужны ресурсы, нужны руки, и поэтому, да, то есть это больше, сейчас я говорю, больше, наверное, моя роль, она, ну, Более творческая. творческая, руководящая, наверное, так можно сказать. Сейчас же очень модно же, когда многие предприниматели, которые уже доходят до вот такого уровня, как они именуются, ну, то, что они уже процессуальным вот этим ничем не занимаются, операционной деятельностью. они не занимаются просто как идеологи, какие-то еще вот Идейные синонимы. вдохновители. Да, вот такого Да. рода, сейчас и очень много модных слов. Вы, видимо, Это- идейный вдохновитель уже? Или есть все-таки исключения, когда вы сами непосредственно уже занимаетесь и включаетесь в работу? На самом деле, на данный момент, конечно, я бы хотела быть только идейным вдохновителем и вести проекты только, от которых я там лично приношу там, себе какое-то удовольствие в плане вот именно там творческого, но фактически так, ну, как бы реалии чуть другие. Все равно приходится... Мы много делегировали операционки, но все равно приходится в некоторые процессы вникать и контролировать. Пока я не могу сказать, что я выросла на уровень такого предпринимателя, который делегировал полностью всю операционку и все процессы. Но это является конечной целью, да. Но в любом случае, мне кажется, если смотреть ваш случай, большинство клиентов приходят благодаря тому, что ваша работа была качественная, есть какая-то минимальная реклама, есть в том числе сарафанное радио, что один сказал, что студия «Дуэт» хорошо выполнила работу, после этого к вам уже обращаются, и мне кажется, уже больше, наверное, к вам лично, это как личный бренд, то, что вы гарант качества выполнения этой работы. По поводу личного бренда двоякая ситуация. Смотрите, тут дела обстоят как. Когда только я начинала этим заниматься, я лично занималась приемкой заказа, там, не знаю, подборкой каждого цветочка, вот полностью вот этим всем. И это все было завязано, то есть мастерская, в принципе, она называлась, то есть у нас не было названия мастерская дуэт, это была флорист Алина Измаилова. Я просто брала частные заказы, частные свадьбы, просто вот... Ну, тогда это было вот мне в удовольствие, я училась на последних курсах университета, то есть, да, приносила какой-то доход, но это, знаете, то есть я никому ничего не была должна, потому что у меня не было команды, и мне, в принципе, никто ничего не должен, есть заказы, хорошо, нету, ну, чуть-чуть надо постараться, может быть, будут. Сейчас, проблема какая была, то есть, что мы, это все крутилось вокруг моего имени. И со временем, когда появилась команда, со временем, когда заказов стало больше, я физически перестала успевать быть на каждом заказе. То есть моего физического присутствия было... Ну, то есть я не могла везде В день быть. это может быть 2-3. Да, в день могло быть 2-3, и 2-3 для нас это тогда было, боже, мы там... Главное, чтобы выжили и все сдали. И все крутилось, получается, вокруг моего имени. Мы долго и упорно пытались увести людей от моего имени, то есть поэтому и была создана в целом компания, поэтому мы и пришли к тому, что мы хотим развивать команду, мы хотим развивать имя компании, чтобы все было не только на мне подвязано. Вот, я оставалась лицом, да, этого бренда, ну, все эти годы и до сих пор остаюсь, как бы, и, ну, то есть пока нету в планах что-то менять. Но был момент, когда мы пытались с личного бренда переключить все на имя компании. И получилось. То есть я практически на тот момент ушла из соцсетей, вот как просто Почему как Алина это Измаилова. Потому что нам важно было раскрутить имя компании и отвязать понимание людей, что лично Алина Измаилова должна быть вот чтобы здесь. не И все лично, желали только вас, да? и лично собирать цветочную композицию. А был такой момент, когда все прям, то есть, там, не знаю, невеста звонит и говорит, а почему не Алина мне цветочную композицию собирает? Я говорю, блин, ну команда моя собирает. И то есть, ну, и у людей это долго в голове не укладывалось. После, когда мы открыли компанию, зарегистрировали ее как компанию, то есть понятно, что люди уже стали идти в компанию, то есть люди не ожидают, что сейчас лично Алина Измаилова будет собирать цветочную композицию у них на свадьбе. Вот. После, вот, не знаю, года 2 или 3 назад, когда это снова стало, ну, не знаю, таким громким, да, словом, то есть развивайте личный бренд, потому что люди идут на ваше имя, я снова вернулась активно в соцсети, и
очень активно, ну, мы сейчас их, я со своей стороны их активно веду, потому что уже есть компания, то есть уже все равно люди не ожидают, что лично я приду собирать там цветочную композицию, но уже есть еще дополнительно личный бренд, который И как дополнительный который, приток, да, клиент. тащит, ну, не знаю, как сказать, еще сильнее укрепляет имя на рынке, да, так скажем, Да. то есть личный бренд в этом помогает. Алин, вот расскажите те, кто вас не знает, чем вы занимаетесь, что за компания, какие направления, что за деятельность? Мы являемся производственной компанией декора. Это первое и ключевое наше направление, это то, чем мы занимаемся уже больше 10 лет. Это оформление свадеб, оформление детских мероприятий, любых частных мероприятий, корпоративных мероприятий. С какого-то определенного момента мы начали производить разного рода бутафорию, разного рода инсталляции. То есть сезонность у мероприятия, она все равно присутствует, а нам, так как есть команда, нужно было удерживать поток заказов, да, на протяжении там, всего года. Независимо от сезона, да? Да, мы начали производить декорации, мы начали производить инсталляции, разную бутафорию для брендов. В принципе, я не знаю, опять же, это будет актуально или нет, может быть, там какие-то фрагментики мы потом просто добавим, Да. я не знаю, стоит об этом Да. говорить или нет, но в плане вот как бы это то, чем мы вот сейчас занимаемся. Это первое и ключевое наше направление. Также есть около 3 лет, наверное, у нас это направление мы развиваем, это организация мероприятий под ключ. Опять же, с приходом моего личного бренда мы решили запустить еще такой момент, как организация мероприятий под ключ. То есть на Уже не только декорация, а в Да, целом. да, когда мы несем ответственность не только за визуальную составляющую, да, всего мероприятия, но и за там, не знаю, написание таймингов, создание сценариев, создание там, работа со всеми подрядчиками, создание каких-то классных эмоциональных точек, да, когда мы прописываем какие-то, ну, там, нестандартные, не знаю, сценарии love story, например, или, там, не знаю, какие-нибудь масштабные театрализованные выходы жениха и невесты. То есть, да, вот это является работой организатора. Вот тут сейчас пока это завязано только на мне, но, опять же, в силу большого спроса мы рано или поздно начнем это, ну, как, мы уже начали, и в плане у нас уже есть обученные менеджеры, но пока, допустим, я не могу это от себя отвязать. То есть, допустим, организацию контролирую каждый процесс лично я, ну, в отличие от декора, когда, ну, декор как бы может принять менеджер, там, не знаю, смонтировать команда вообще без моего участия. Вот. Ну и, наверное, третье направление – это школа декора. Мы обучаем, причем обучаем и на территории Кыргызстана, и даже было такое, что мы выезжали там в Узбекистан, в Казахстан. Даже выезжаете? Были выездные, ну, нас приглашали организаторы с Узбекистана, с Казахстана, мы были просто как приглашенные спикеры, да, то есть мы обучаем декораторов, ну, получается, Центральной Азии. Вы прям уже топчики, да? Ну, хочется в это верить, но люди как бы из года в год идут, и у нас очень большое количество запросов на обучение, и, в принципе, очень много позитивных отзывов, ну, точнее как, наверное, 99% это позитивные отзывы. Это уже много. Да. Ну, Достаточно много. Ну, Да. вот. Да, вот такое есть направление. Но, допустим, по обучению мы обучаем только декору. Вот, в плане, то есть мы не обучаем организации мероприятий. Только декор. Те Пока мы люди, это которые у вас обучились, у них настолько объем работ, то есть объем рынка позволяет, чтобы эти все декораторы потом работали? На самом деле нет, как бы что греха таить. Есть люди, которые приходят обучаться, наверное, 30% из них остаются на рынке. Это люди, которые, ну, я лично уважаю этих людей, потому что, чтобы остаться на рынке, это должна быть, там, не знаю, какая-то воля, какая-то, ну, не знаю, это должны быть мозги, ум, ну, то есть это должна быть такая волевые люди. И те, которые остаются, несмотря на то, что да, мы с ними являемся конкурирующими компаниями, тем не менее, то есть, ну, они остаются на рынке, и это радует, значит, мы, ну, что-то хорошее вложили в это. Вот. Многие обучаются, кто-то просто для себя обучается, там, не знаю, фотозоны на день рождения детей собирать, кто-то просто хочет там сменить сферу деятельности, пробовать себя в разном, там обучился, там обучился. Ну, как бы, ну, 30% остаются. И ну, наверное, все. Я в одно время был резидентом технопарка. Наверное, известно, там очень много именно помещений для вот этих как раз таки обучений, тренингов. И я тогда заметил, почти каждый день были вот как раз таки тренинги, я полагаю, все-таки организаторство, наверное. И поток людей, которые приходили к ним,
был прям вот каждый день, я замечаю, я думаю, Наплыв. да, неужели столько людей хотят быть и неужели рынок сможет обеспечить их всех? Да. Не сможет, ни в одной сфере не может рынок обеспечить Да, то 100%. количество специалистов. Но которые желающих много, выпускаются. и они как раз хороший Ну, бизнес у не них. все же становятся стоматологами, кто заканчивает медакадемию, например. Да. То есть очень много зависит от человека. Да. То есть, и опять же, у вас могут быть потрясающие учителя, которые, не знаю, там дадут вам просто всю информацию, которая будет кладезем, да, там, знаний каких-то, но если вы сами себя, ну, сами себя не проявили, и не знаю, костьми не легли, да, для того, чтобы этот результат получить, ну, вы просто закончили мед. У меня такой вопрос. Самый сложный проект, который был за все существование мастерской дуэт? Блин, я сейчас зависну. Сейчас. Сложных, я так понимаю, много было. Да, ну, наверное, их много сложных, они все по-разному сложные. Наверное, сложнее стало, когда вы уже начали организаторством, потому что, значит, вы уже не только один там фотозона, вы уже начали полностью весь ресторан каким-то образом продумывать. И Самый это сложный был первый проект. Вау, да. Расскажите про него. Это, ну, если сейчас вспомнить этот проект, честно сказать, мне было 18 лет, я взяла первую свадьбу, и я не знаю, первая невеста Мирим, простите меня, я вам соврала, мне было не 20 лет, как я вам сказала, мне было 18. Сейчас вам сколько лет? Мне 29. Это, Вот. да? Мне было 18 лет, когда я взяла первую свадьбу, и невеста дрожащими руками отдавала мне оплату. И она спросила, Ты такая уверенная, мне 20 лет. Да, сколько вам лет? Ну, и я просто, ну вот, блин, ну щелкнула у меня, я сказала, ну как можно 18-летней девочке доверить свадьбу? Да. Говорю, мне 20. Вот, доверили свадьбу, все нормально, она потом как бы рассчиталась, поблагодарила, даже потом от нее приходили невесты, и даже вот так вот, если мы где-то сейчас с ней встретимся, я ее узнаю, как минимум, потому что она была первой невестой, которая нам доверилась. Вот, но это был сложный проект. То есть сейчас, ну, не знаю, 1-2 человека, ну, 2 человека, да, то есть минимально, да, бы поехали на мероприятие, но тогда поехала я, мой парень, моя тетя, вторая тетя, подружка, не знаю, человек 7 нас там было, и я просто, то есть все деньги, которые вот тогда нам оплатила невеста, я помню, я тогда купила оверлок, там первую какую-то ткань фиолетовую, которую... А что вы сделали? Да ничего особенного. Не, имеется в виду фотозону или что это было? Там была арка из бумажных цветов. Ну вот опять же, вот тут где-то обычно же там крепят, вот тут где-то Да. вот будет такая картиночка. Там вообще, то есть вообще ничего особенного. Сейчас наши ученики первые работы скидывают, и думаю, о, боже, как красиво! И смотрю свою первую работу и думаю, блин. Ну нет, было нормально, на самом деле было, ну, не прям позорно. То есть сделали, красивая арка была, Тем там, более с в то бумажными время. цветами, тем более, да, на то время был небольшой там президиум, и композиции живые на гостевые столы. Мы долгое время упорно работали только с живыми цветами, это была прям моя фишка. Вот потом только искусственные начали появляться. Сейчас только искусственными? Нет, искусственные и живые. А, Я, в зависимости, конечно, как клиент попросит, да? Да, конечно, я больше люблю живые, но чек на живые это обычно X2, X3 от всего мероприятия. Вы несколько раз упомянули то, что ваш парень потом стал мужем, все прочее. То есть вы сами занимаетесь этим бизнесом или это был все-таки семейный бизнес? Ну, наверное, правильно сказать, что это семейный бизнес, потому что все равно супруг принимает активное участие в этом. Ну, наверное, правильно, да. Да, а то вы сейчас скажете, я здесь одна, а он увидит, потом обидится. Нет, абсолютно нет. То есть я даже более того скажу, я бы никогда в жизни сама не рискнула вот этим вот всем заниматься без поддержки, без участия, без, ну, как бы без вот... Он и есть ваш идейный вдохновитель, да? Да, и человек, который приземляет любые там, а давай, только чтобы стенка не упала. Ну, то есть, грубо говоря, вот мы там что-нибудь придумаем, конечно, то есть, ну, в нашей профессии важно, чтобы был здравый смысл, чтобы был какой-то здравый, адекватный взгляд, и человек, который это все продумает, реализует, ну, я же не знаю, как правильно сказать. То есть, да, он занимается вот по большей части вот реализацией. Вот тяжело. Насколько тяжело заниматься работой, деятельностью, семьей вместе с супругом? Тут вот, знаете, где-то в интернете встречала
даже не помню, просто мимоходом мне понравилась фраза в видео, женщине задали вопрос, а как вы все успеваете? Женщина, которая работает, у которой там свой бизнес, дети, семья. А проблема в том, что, ну как, не проблема, факт в том, что ты не успеваешь. Там, в момент, когда ты на работе, ты упускаешь, например, там, не знаю, тренировку своего ребенка, а возможно, он там в это время там первый раз проплыл. Да. Ну, вот у меня дети плаванием занимаются, он первый раз там проплыл, да, бассейн без круга. Когда ты с ребенком, ты упускаешь, там, не знаю, к вам какой-то важный клиент, да, например, пришел. Такого нет, что ты все успеваешь. В любом случае ты выставляешь приоритеты, то есть когда-то приоритет семья, когда-то приоритет работа. И, наверное, именно построение команды в плане, что все завязано не только на тебе, оно и дает возможности быть семьей. Ну, в плане у меня, как, несмотря на то, что я являюсь предпринимателем, у меня нормальный стабильный выходной, воскресенье всегда. Это время 100% вот с утра и до вечера провожу с семьей. Вечера всегда я провожу с семьей, потому что то есть, мой рабочий день заканчивается в 5-6 вечера. Я еду, забираю детей там с сада, там, не знаю, от няни, и мы проводим вечера все вместе. Потому что, ну, отдать приоритет чему-то одному я не могу. Ну, то есть мне хочется быть как бы и мамой, мне хочется быть и А что вас мотивирует? В семье? И в семье, и в работе. Блин, тоже такой немножко вопрос с подвохом. В семье, в принципе, наверное, в жизни я понимаю, что нам отдана одна жизнь, и я не хочу выбирать, там, не знаю, что я сегодня хочу быть мамой, сегодня хочу быть там предпринимателем, завтра я хочу поехать в путешествие. Я вот, если у меня есть возможность сегодня поехать в путешествие вместе с семьей, я обязательно поеду. Если у меня есть возможность сегодня там взять какой-то крупный заказ, несмотря на там ряд обстоятельств, мы обязательно возьмем. Не знаю, мотивирует, наверное, просто вот это желание, что хочется жить всегда, хочется видеть все, хочется путешествовать, хочется зарабатывать. Понятно, что на все вот эти хотелки там, понятно, что это не маткой дышится, то есть понятно, что ты вкалываешь для того, чтобы потом, ну не знаю, дать детям образование, дать детям... Ну, естественное желание, которое здравый человек. Да, ну то есть это в принципе, когда люди говорят, что я там бизнесом занимаюсь для удовольствия, а вообще я там мамочка. Это все брехня полная. Честно, я не верю в это, да. Да. То есть, ну, Я тоже не верю. Как бы если ты занимаешься предпринимательской деятельностью, то ты, ну как, Выкладываешься на все 100. все по хардкору, и дома, Да, и на работе, и везде. Вы вот не сказали все-таки то, что вот вы занимаетесь супругом, ну, Да. семейная деятельность. Да, верно. И вот совмещать, видеть вот этого человека и на работе, вот дома. его рожу видеть 24/7, это нормально или нет? И вот это Не хочу рожа, знать. лицо, наверное. Мы с супругом вместе, уже 13 лет. Ну, в браке чуть поменьше, но я... Ну, на самом В деле, целом, да. В целом, да, мы вместе 13 лет, и, в принципе, вот с самого начала вот этой всей деятельности мы были бок о бок. Мы доходили до развода, то есть мы Вау. прям приходили и подавали заявление на развод, и то есть там какое-то время не жили вместе, это было из-за чего? до детей. Как раз-таки из-за того, что ты постоянно находишься с человеком круглосуточно, то есть на работе, дома, на отдыхе. Он уже бесит начинает. Ну да, он тебя, а ты его, хотя вы вроде, как бы, хотя это был ваш выбор, то есть как бы вы же сами друг друга выбрали, но тоже должно быть как бы у каждого какое-то личное пространство. То есть сейчас получается в целом разграничить этот момент, то есть я не лезу в какие-то процессы, которые курирует, допустим, супруг, он не лезет в процессы, которые курирую я. И более того, вот доходит до смешного, что чтобы, допустим, мне передать что-то супругу, я часто звоню менеджеру, говорю, пожалуйста. Даже так? Да, даже так, как бы, да, это смешно, может быть, ну, как бы сотрудника, может быть, от этого смешно, типа, а что, Алина, вы сами позвоните напрямую. Ну, сейчас уже нет, то есть сейчас уже как-то все привыкли, наверное, к этому. А вообще, то есть до смешного, что, да, звонишь менеджеру, говоришь, так, пожалуйста, донесите вот эту информацию, и ты ее доносишь как бы уже не сам напрямую, и уже не воспринимается, да, это все так штуки, а воспринимается через призму того, что это сказал сотрудник. Другой значит, человек, да. Да. То есть это вот, допустим, какой-то такой наш способ. Ну и полное делегирование, то есть я по большей части отвечаю за приемку заказов, за там отдел продаж, супруг по большей части отвечает там за реализацию, да, вот этих всех. Ну, такой лайфхак для тех, кто занимается вот, Да. семейной деятельностью. На самом деле, вот опять же,
про школу мы поговорили, то есть когда к нам студенты приходят и говорят: ой, так классно, вы занимаетесь семейным бизнесом, вы же вдвоем, это так круто. Я на это все смотрю, думаю, боже. Детка, я разводилась, да? Ну, как бы это все непросто, то есть это большая работа, работа как минимум над тем, чтобы держать дистанцию, и все равно ты приносишь работу в дом. Да, Ну, вот это негатив домой. Мы пока не научились, много лет учимся, но мы пока не научились полностью абстрагироваться от работы дома. Наверное, это, в принципе, проблема с любого предпринимателя, особенно те, кто работает вот семейными парами, да, что ты все равно приносишь работу в дом. Это, в принципе, наверное, одна из ключевых причин разводов. Именно операционно, если вы занимаетесь. Да. Мне кажется, знаете, это будет выглядеть так, что даже если вы не занимались бы этой деятельностью вместе, этот бизнес был бы не семейный, у вас был бы свой бизнес, у него свой бизнес, вы бы все равно приходили бы, разговаривали бы за чашкой чая и рассказывали бы, что у вас произошло интересно на работе. Да. Ну хотя бы, если он на работе, если не взбесил. Да, это интересно, но вы же до этого целый день находитесь вместе на работе, у вас общие проблемы, потому что в компании одни и те же проблемы, и все равно вы как бы соприкасаетесь, и вы об этом знаете. Это тяжело. Я не знаю, у меня нет однозначного ответа, правильно это решение или неправильно. То есть есть, конечно, там, не знаю, огромные мировые корпорации, которые, в принципе, построены на том, что это было когда-то семейным бизнесом, как, там, не знаю, как семейные пары, да, они его начинали. Но есть и другие случаи, когда люди начинают бизнес, и просто пара, семья разваливается. Конечно, не хотелось бы, чтобы так произошло, то есть оба работаем над тем, чтобы сохранять баланс, но это сложно, то есть это не так, вот, как говорю, как к нам приходят, очень говорят, это так классно, я думаю, нет, это очень тяжело. Ну, как в фильме с Леди Гагой, вот, Гуччи вроде бы. Да. Как они, муж с женой, начинают же воевать потом. Смотрели фильм? Там еще Леди Гага снимается. Да, я смотрела. То же самое, когда уже начинаются же все-таки уже семейные интересы, кто-то одеяло тянет, там, если с работы домой, уже весь негатив. Еще какой-то был фильм. Их много, да, их много. В основном именно индустрия моды, там очень много таких случаев, когда они сами открывали, семья разваливается, их самих же потом оттуда и убирают. Ладно, мужа, жену, вон пример есть, когда, не знаю, братья начинают. Тоже, ну вот, Adidas и Puma. Да. Ну, то тоже, как бы, это же реальный жизненный пример. Это тоже в свое время люди не смогли договориться. Да. Алин, вопрос такой. Вот вы сейчас занимаетесь бизнесом. Можно сказать, семья, бизнес вы научились делегировать. Я правильно понимаю? Не поняла вопрос. Можно еще раз? Вопрос, наверное, правильно поставлю так. Вы разделили семью и бизнес. Мы стараемся это делать. Как бы да. Как бы базовое утверждение, мы разделили семью и бизнес. Не всегда получается, но как бы базовая установка такая, мы разделяем семью и бизнес. А вот по-вашему, не страдает семья из-за того, что все равно уделяется больше времени бизнесу? Я не скажу, что уделяется больше времени бизнесу. Да, супруг, понятно. То есть тут у нас, наверное, чуть более, ну я не знаю, правильно или нет сказать, восточный менталитет, что все равно женщина по большей части занимается домом. Ну в плане в большей степени, нежели чем мужчина занимается домом и семьей. То есть тут, ну, наверное, вот как бы относительно нашей семьи правильнее сказать вот так. То есть я действительно стараюсь больше времени посвятить там где-то детям, где-то, ну, не знаю, каким-то вот базовым потребностям, там, не знаю, сводить на кружки. У нас дети ходят там на каждый день на тренировки, на кружки, да, и ну, помогают там и бабушки, и няни, но тем не менее, то есть моя включенность в это тоже очень сильная есть. И я не скажу, что у нас в семье есть такое, что дети сами себе предоставлены. Нет. То есть, ну, у меня нет такого, что я бизнес поставила чисто в приоритет. То есть у меня это вот как-то вот так вот идет. Но тут я говорю, вот тут, в этом случае, конечно, на руку играет то, что рядом супруг, который поддерживает, в плане, что я, там, не знаю, уехала отвозить ребенка на тренировку, он меня подстраховал где-то вот в каких-то моментах, где требовалось, там, например, либо мое участие, либо просто в целом какое-то решение вопроса на работе. Бывает ли эмоциональное выгорание? И как вы с ним справляетесь? Бывает. На самом деле оно бывает... Наверное, немножко не с этого начну. В принципе, вообще работа в индустрии общения с людьми и в индустрии организации мероприятий ты коммуницируешь с огромным количеством людей в процессе работы. И в целом... Единственное желание после проекта
не разговаривать ни с кем вообще. То есть вот доходит до смешного, что супруг все время меня подкалывает, а я в целом интроверт, можно сказать. То есть я не очень сильно люблю на отдыхе, я вообще предпочитаю, я не знаю, это будет глушь какая-нибудь прекрасно, потрясающая. То есть, как бы вот там я смогу перезагрузиться. Минимум контакта, да? Да, минимум контакта. И в целом эмоциональное выгорание обычно не происходит от того, что вот слишком большой поток общения с людьми, но ты не можешь его остановить, потому что ты взял на себя обязательства там, от клиента, от, не знаю, от подрядчиков, от команды. Ну, то есть эмоциональное выгорание бывает. И особенно если сильно большое количество проектов взял в сезон, вроде как бы все же постоянные клиенты, ну и хочется заработать, как бы что скрывать. И ты такой эмоционально выгорел, там, не знаю, пострадал пару дней, а вариантов нет. То есть, тебе никто не даст, там, не знаю, депрессовать неделю, там, месяц, выйти в депрессию. Нет, такого нет. Ну, то есть, если ты ушел в депрессию, все, ты все развалил. Ну, то есть, и как бы одно на другом. То есть, пока, слава богу, не было такого, что я такая, все, я хожу страдать на 2 месяца, не только тебе. Нет. Ну, может быть, все-таки вы не чистый интроверт? Потому что это какой-то, получается, диссонанс, то, что вы вроде бы не хотите контакта, но вы изначально прям с детства чуть ли не начали работать с людьми, больше контактировать. Опять же, я как бы не психолог, я не знаю, как это называется, но, наверное, да, то есть в силу того, что в работе приходится очень много разговаривать, общаться с людьми, то есть в жизни я очень, попадая в любую компанию, всегда буду сидеть в тишине, в стороне, я не знаю, не начинаю там обычно первые диалоги. Тогда я понял, все дело в деньгах. Вас заманили деньги. Да нет, на самом деле не только в деньгах, в них тоже, но это не единственное. Изначально вообще это начиналось не ради денег. Ну вот как бы, когда я там собирала цветочные композиции над одной, семья всегда посмеялась, типа, цветочки. Как бы это же далеко было не только на деньгах. А вообще люди верили, что бизнес с цветочком перерастет в что-то более масштабное? Нет, особенно супругу доставалось на самом деле, когда, то есть мы-то изначально бок о бок вместе шли. Ну, то есть, по сути, мы вместе каждую ступеньку с ним проходили и строили. Особенно супругу доставалось. Особенно от его семьи, что ты, братан, качай, фигней заниматься. Что за фигней занимаешься? Ты же там шарики, цветочки, бабские вот эти вот свои. А это всегда. Как бы на самом деле, сейчас у нас производственная компания, у нас сейчас там есть, я извиняюсь, я вообще вот Какие сейчас обороты? поставить обороты компании. Да. Если по деньгам уж разговор идет. Не могу так сказать. Каждый месяц по-разному, в зависимости от сезона. Но в целом этих оборотов хватает на то, чтобы содержать команду. Ну, то есть, как я сказала, у нас сотрудники оформлены круглогодично. То есть нету такого, что мы, не знаю. В основном проблема семейных бизнесов. Вообще, почему изначально к декору отношение такое, что это несерьезно, это там семейный бизнес, это шарики, цветочки. Почему изначально такое отношение? Потому что чаще всего модель, вот 10 лет назад, когда мы только начинали, модель ведения этого бизнеса какая была? Что есть жена, которая берет заказы, и есть муж, который с шуруповертом собирает это все. На этом держался весь бизнес. То есть мы так тоже поработали, но мы потом пришли к тому, что мы хотим построить что-то вроде, что-то вроде компаний, не что-то вроде, а прям компаний, то есть с разными отделами, то есть отдельно с отделом продаж, отдельно с административным управлением, отдельно там с отделом там реализации, с производством, грубо говоря. Да, то есть в целом на чем сейчас это и держится. Ну и в принципе мы, наверное, не единственные в Кыргызстане, но точно одни из немногих по Кыргызстану, кто в целом к идее декора, то есть декора для мероприятий, кто в целом к этому подходит как к бизнесу. В плане, чтобы вы понимали, у нас там стоит CRM-система, мы прослушиваем все звонки, мы контролируем менеджеров, которые принимают заказы. Серьезно? У нас есть отдельный администратор, который распределяет, всех монтажников, по точкам. Мы сами, как собственники, не ездим на точки, то есть именно сейчас, то есть мы по большей части контролируем, вот эти вот моменты, вот эти процессы. И это одно из, скажем так, очень не думаю, что прям много знаю компаний и команд, кто может хотя бы примерно похвастаться какой-то такой структурой. Да. Вот. Может быть, опять же говорю, может быть, мы не единственные, но точно одни из немногих. Просто представление о декораторах всегда такое, что декоратор приходит на свадьбу, оплату получает на руки
никаких чеков, никаких налогов, он просто потом исполнит, не исполнит, это уже Да, на его совести. поэтому в целом изначально и было такое отношение к декораторам. Оно до сих пор и есть. Но у нас не так, у нас ОСО много лет уже. Мы в целом, опять же, когда мы пришли к тому, что мы хотим системно этим заниматься, мы зарегистрировали ОСО, мы работаем легально на рынке, то есть у нас оформлены сотрудники, оплаченные налоги со сделок. Ну, то есть, в принципе, это тоже, наверное, такой, ну, фундаментальный момент, который является. То есть вы, по сути, частью. можете работать и с юридическим лицем, Мы и работаем, предоставлять да. без проблем. В целом, одна из тоже, опять же, почему у нас был резкий скачок, когда с нами резко начали сотрудничать очень много юридических лиц. Когда мы сделали официальное оформление, взяли бухгалтера, то есть, опять же, когда все стало прозрачно, как бы Еще лучше, еще больше стало. большие компании стали... Ну, понятно, что изначально это был какой-то головняк. То есть ты налоговый бухгалтер, там, не знаю, КМ, ну, вот это вот все, ты с этим начинаешь разбираться. Но фактически, то есть дальше, это открывает другую дорогу, потому что, ну, то есть люди, крупные компании, кому, ну, кто не может просто наличкой отсчитать, декоратору на свадьбе отдать, то есть они, понятно, что они работают, ну, как бы в приоритете ты являешься у них как компания при выборе организации. На рынке вы считаете себя номером один? И вообще по бумагам вы номер один? Потому что вы же, наверное, изучаете свой рынок, я Мы полагаю. рынок изучаем. Честно, я вам так скажу, я не любитель заявлений каких-то громких. У нас есть какая-то своя планка, своя морковка, да, мы так ее называем, к которой мы идем. С каждым годом мы растем, с каждым годом у нас там вырастает оборот там, на 30-40%. Ну, это вот просто по общему анализу именно нашей компании. Номер один, не номер один, не могу сказать. Ну, то есть у нас просто слишком... В некоторой степени у нас немножко отличается подход, допустим, от там, большинства компаний по декору, да, так скажем. То есть, ну и в целом, то есть, опять же, мы пошли не только с точки зрения, мы не только идею, да, продаем, то есть обычно декоратор, что он продал идею, и по сути он сконсолидировал там большое количество подрядчиков, да, вокруг себя, там, не знаю, там в типографии заказал баннера, там в типографии там заказал, там, не знаю, ну не в типографии, там у производственников заказал там резку на ЧПУ станке, там отдельно нанял флориста, отдельно нанял аэродизайнера, и он вот как бы собрал это все воедино, под своим именем продал. Это частая модель именно декораторов. И опять же, в ней нет ничего плохого, то есть это просто вот устоявшаяся какая-то вещь. Мы немножко изначально решили пойти с другого. То есть нам важно было, чтобы все, что мы выдаем на рынок, чтобы мы пропускали через себя. То есть у нас там свои флористы, свои аэродизайнеры, свои там станки печатные, не знаю, свои там ЧПУ станки, лазерные, фрезерные и так далее. То есть в целом... Вы сами все производите? Да, все, что выдается клиенту, это все нашего производства. На данный момент так точно. То есть, ну, опять же, то есть не всегда так было. Мы там уж пару лет, да, к этому пришли, но вообще в целом, да. То есть, ну, сейчас на данный момент это так. То есть вы единственная компания, которая сами все производит, и декорации все делает, еще и организаторством? Или есть еще организации, компании, которые так же, как и вы, занимаются всем Я этим? не знаю, единственные мы или нет с точки зрения, чтобы было вот внутри все свое, потому что я знаю, что у некоторых там декораторов есть там у кого-то там свой печатный станок, у кого-то там, не знаю, свой плоттерный станок, ну, по-разному. Но думаю, что мы одни из немногих, как минимум. Вот. Ну, а громких заявлений я всегда опасаюсь. Есть компания, которой вы равняетесь? Или Нет. такого нет? Конкурент номер один, да, То есть, примерно? да, конкурент номер один. Наверное, нет. То есть Потому вы сами что себя создаете? слишком много сфер мы пытаемся охватить. Мы пытаемся охватить и частные мероприятия. То есть тоже многие занимаются там исключительно частными мероприятиями. Многие занимаются исключительно там, не знаю, корпоративным сегментом. Многие занимаются исключительно там, не знаю, инсталляциями для торговых центров. Ну, разные, да, есть направления. Мы пытаемся заниматься, то есть мы пытаемся каждую эту сферу охватить. У нас получается, я даже более того скажу, как бы мы в целом охватываем вот эти все сферы. В целом, ну, как бы по каждому направлению у нас есть свой специалист внутри компании. Обучение сколько стоит? У нас? Да. Наверное, мы варьировали цену от 20 тысяч до 35. А что туда входит? Потому что, ну, в принципе, если за раз, то это не маленькая цена, но, может быть, там что-то дополнительно что-то входит или как? Обычно, получается, это обучение, которое проходит несколько дней. Обычно это 3-4 дня. Мы просто несколько дней. делаем, грубо говоря, как
ну, как воркшоп, да, то есть обычно с утра и до вечера мы проводим обучение со студентами, и в процессе мы рассказываем про то, как устроены материалы, про то, как они, не знаю, про то, как устроены конструкции, про то, как мы это все, не знаю, от приема заказов до монтажа на точке мы это все показываем. Более того, студентов мы сейчас вводим внутри полностью компании, то есть они видят все эти процессы изнутри, это мы тоже показываем. Да, это мы тоже показываем. И даже более того, мы сейчас стали говорить не только о декоре вот с точки зрения, как собрать, но и с точки зрения бизнеса. То есть мы стали показывать, знакомить людей с CRM-кой, с тем, что, ну, как у нас прописаны какие-то должностные инструкции, какой у нас... ну, структура компании, то есть, да, какие есть отделы, кто за что отвечает. То есть эти моменты мы тоже сейчас показываем на обучении. Круто. А Узбекистан кто пригласил? Компания декораторов Узбекистана. Ну, они как декораторы-организаторы там работают. Они являются нашими студентами. Кстати, к нам многие приезжают с Узбекистана, с Казахстана, вот, они являются нашими студентами. За рубежа? Приезжали. Ну, к нам даже прилетали с Турции, девушка прилетала, один раз было такое. Вообще круто. Они у вас учатся и работают за рубежом. Ну, вы, вот, по сути, да. работаете на СНГ. Вы уже ну, наверное. масштабы Ну, с взяли России, на СНГ. кстати, тоже приезжали ребята, поэтому, ну, наверное... У них как, что, нету, что ли, такого? Ну, имеется в нет, виду, есть, но они... на таком уровне, чтобы они прям даже сюда приезжали? Нет, 100%, там, допустим, опять же, по России, так там точно есть, абсолютно. То есть мы сами в свое время очень много поездили по декоратам разным российским, тоже получали там мастер-классы, знания. Но приезжают. Причем приезжают, и мы получаем очень хорошие отзывы, поэтому тут еще, знаете, как сказать, то есть у любого, если вы выбрали, в принципе, заведомо сильного какого-то преподавателя, у любого преподавателя, даже если вы там 5-10% новой информации забрали себе и применили ее, это уже считается успех. Да. Вот, потому что, как бы, я не понимаю, в принципе, сама я, когда хожу на обучение, понятно, что ты, ну, не можешь 100% информации или 100% опыта спикера, ты не можешь его 100% на себя принять, потому что с чем-то ты можешь быть не согласен. Но даже если ты 2, 3, 5% вот я беру от спикера, я уже ему безумно благодарна, потому что он уже там толкнул меня на шажочек вперед. Да. А вот как часто вы вкладываете в образование, в развитие? Раньше мы много ездили, ну, я лично много ездила по мастер-классам именно к флористам, к дизайнерам, к декораторам, то есть именно, грубо говоря, на момент, как собрать и как сделать. Вот, сейчас больше я обучаюсь, не знаю, по маркетингу что-то я обычно предпочитаю. Я очень хочу сильно повысить свои навыки в управлении людьми, управлении командой. Менеджмент, да? Да. То есть сейчас больше это вот, наверное, вот такое направление. То есть стабильно несколько раз в год. То есть обучающие разные преподаватели, которые приезжают к нам в Кыргызстан, или если есть возможность куда-то, там, не знаю, хотя бы вон, здравствуйте, Алмата, Ташкент, быстренько сел, поехал. Вообще у нас канал про мотивацию. Мотивацию, предпринимательство в целом, насколько сложно предпринимательство, насколько что вас мотивирует, насколько эта мотивация важна для предпринимательства. Вот вы что бы поменяли бы в себе или какие бы качества улучшили бы, если вас вернули бы на ровно 11 лет назад, когда вот 18 лет вы все это начали делать? Наверное, самое главное не завязывать на себе и не замыкаться на этом. Ну, в плане строить команду и делегировать. Но делегировать не так, что ты делегировал, открестился и пошел гулять. Нет, то есть, ну, делегировать с умом, ты должен контролировать этот процесс. Да. Вот, ну и, наверное, там, не знаю, не ложить все яйца в одной корзине, чтобы у тебя был там один человек, и чтец, и жнец, и на дуде, и грец. То есть один там отдельно флорист, один там, не знаю, административными, да, функциями занимается, другой там рекламными функциями. Понятно, что ты не можешь сразу нанять такое большое количество сотрудников. Где-то ты сам закрываешь эти дырки, но суть в том, что, в принципе, что позволило не выгореть за все эти годы, то есть, ну, много компаний, вот даже вот там за вот эти 10 лет, что мы работаем, многие открывались, закрывались. Да. И это, ну, такая большая текучка, да, людей, которые заходят и выходят с рынка. На мой взгляд, проблема их в чем? В том, что они сами берут заказы, сами их исполняют, сами монтируют, сами демонтируют. Конечно, проработав так один свадебный сезон, ты сутками не спишь, то есть ты уже ни за какие деньги не захочешь, то есть у тебя там, не знаю, есть там семья, дети, ну и просто у тебя есть базовые потребности, там, не знаю, поспать, отдохнуть. Вот, и
на мой взгляд, в принципе, правильное, заведомо правильное построение работы – это иметь команду, иметь возможность делегировать и иметь возможность, самое главное, управлять этой командой. Вот. И возвращаясь, там, не знаю, лет 10 назад, я бы, наверное, посоветовала, опять же, самой себе быстрее учиться управлять вот этими человеческими ресурсами, по сути, потому что я и сейчас считаю, что я только учусь управлять людьми, учусь только строить вот эти все процессы, чтобы они работали не без моего участия. А вот скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос возникает. Когда вы реализуете какой-то проект, если этот проект образно кто-то не справляется из вашего персонала, как вы на это смотрите, как вы выкручиваетесь из этой ситуации? Не совсем, если честно, не совсем поняла вопрос. Бывает ли факап именно в реализации каких-то проектов? И как вы с этим справляетесь? Вот вы делегировали какие-то полномочия, сотрудник многообещающий сказал, что это все выполнит, он молодец, но по каким-то признакам он вас подвел. Я скажу так, мы все люди, я тоже ошибаюсь. Конечно, как это сказать, тут, наверное, знаете, такой есть самый яркий пример, когда даешь сборщику, например, какой-то материал порезать, собрать, склеить, а он это делает первый раз, мы часто делаем что-то первый раз, потому что мы, в принципе, работаем в сфере, когда у нас индивидуально заказали декорацию, и он запорол это все. И понятно, что ты не скажешь ему, ты не скажешь потом клиенту, что, извините, мы ваш материал запороли, мы вот там все равно вам изделие, например, какое-то с какими-то дефектами дадим. Нет, такого нет. То есть бывает такое, что мы часто прощаем какие-то такие огрехи за свой счет. Мы прощаем эти огрехи и, все равно вы доделываем. Себе, но вы доделываете работу. Да, доделаем работу, доделаем изделие. Но в этом хочется верить, что, что человек, который работает в компании, что он тоже это понимает, и остается с нами. Как правило, может быть, нам везет, или, может быть, просто мы как-то правильно либо выбираем людей, либо, то есть в целом обычно у нас редко бывает такое, что в компании кто-то вот прям специально накосячил или там специально взял на себя какие-то лишние обязательства и там, не знаю, специально испортил материал. Бывают, да, случайности, но мы тоже же должны понимать, что мы несем за это ответственность. Не хочешь, делай сам. Вот. Я забыла, если честно, первоначальный вопрос, я ответила на него или нет? Да, я получил ответ. Хорошо. Я получил ответ. Касательно тайм-менеджмента. У вас 4 направления. Семья, дети. Вы как это все распределяете? Вы пользуетесь какими-то приложениями, либо, я не знаю, вручную? Да, любимое приложение — заметки в телефоне. Обычно прописываю время. Обычно утро и вечер — это семья, потому что утром, пока собрал детей, накормил их, накормил мужа, проводил на работу, потом рабочий день какие-то ты решаешь, рабочие процессы, вечером опять время. Жесткое отсечение в плане, как сказать, то есть иногда приходится отказываться от каких-то, не знаю, новых встреч и новых, я не знаю, там ты понимаешь, что это классный жирный клиент, но он может там встретиться, например, только в 8 вечера, а мне приходится ему отказать, потому что у меня есть в это время семья. Вот лично для меня, лично мой тайм-менеджмент, обычно мне приходится выбирать. Либо семья, либо карьера. Да, понятно, что стараемся вот это все выстраивать, но бывает вот так. Но не всегда, да. То есть нет такого, что я там такая идеальная мать, всегда отказываюсь. Нет, конечно, нет. То есть, конечно, я также, бывает, там сутками не появляюсь дома, если мы на каком-то проекте. Бывает, я в командировке куда-нибудь уезжаю, бывает, там, не знаю, допоздна где-то на работе задерживаюсь, если мы проектов понабрали. Но по большей части просто чтобы, скажем так, чтобы вот этот баланс выстраивать, в любом случае где-то ты отпускаешь работу и просто отказываешься даже от каких-то крупных заказов, бывает такое, просто чтобы побыть там с детьми. Но стараемся совмещать. Мне всегда интересно, когда люди занимаются разными такими сферами, имеется в виду, у вас же 4 направления, и ваше мнение, не считаете то, что фокус он теряется? Потому что я от многих спикеров слышал, конечно, все по-разному говорят, но многие спикеры говорят, что нет, нужно держать фокус. Допустим, Михаил Таковинин, он говорит, нужно AMO CRM, ничем иным я не буду заниматься, у меня фокус только с AMO CRM.
Как вы это думаете, это нормально? Либо все-таки заниматься 4 направлениями, и это... Блин, сложно сказать, но видите, я же не занимаюсь, например, Да, разные декором и Да. косметикой условно. То есть Это все равно вытекающее, да. организация, это вытекающая из декора, Да. по сути, это мероприятия, Мгм. которые и так вращаются в этой сфере. Да. И обучение, по сути, я обучаю людей делать Тому, декор. что вы делаете Тому, там. что я делаю. Поэтому я не скажу, что как бы есть какое-то прям большое сильное распыление. То есть на самом деле точка идет как раз-таки фокуса вот То в есть, эту если сферу. есть взаимосвязь, то, в принципе, фокус он не То есть теряется. безотходное производство получается. По сути, А, все мероприятие от и до, вы берете организацию раз, вы берете полностью декорации, вы берете флористику, вы берете Ну да. плюс изготовление всех элементов, которые присутствуют на мероприятии. Да, То есть например. и как раз таки все это разделено на 4 направления. Производство отдельно, организация отдельно, декорация отдельно. Я правильно понимаю? производство. Мы же сейчас не совсем так. Мы же сейчас говорим семья, организация, декор и школа. Я правильно понимаю? Нет, вопрос был в таком формате, что 4 направления, 4 бизнес-направления, которые вы сейчас активно осуществляете. Вопрос. Оно все в одном. Оно на всё самом в деле. одном, да. Оно все в одном. Да, как бы. Ну, в моей голове нету такого, что это разные направления. Мгм. Ну, то есть в моей голове это все Да. все в одном. Ну, потому что все работает ради того, чтобы просто клиент Да. получил красивую картинку на Да. мероприятии. Да, флористика, ну, кажется, чуть-чуть другое направление, да, Делается, да, аэродизайн. картина, да. Да, как бы просто видите, опять же, наверное, возвращаясь к тому, что супруг силен в каких-то именно конструктивных производственных моментах, то есть он регулирует эту часть. Понятно, что там аэродизайн, флористику, в принципе, это моя больше специализация. Эти моменты где-то я контролирую, обучаю людей. То есть, ну, наверное, в этом вот, в принципе, вот у нас вот такое хорошее сочетание получается. Но я, допустим, не вижу, что это какие-то разные направления. Да. Какой совет вы дадите начинающим декораторам, либо декораторам, которые хотят вырасти, или в целом предпринимателю, точнее предпринимательнице, наверное, да, женщине, у которой есть дети, но она хочет начать бизнес, но не знает начать с чего и как начать? Есть, наверное, совет, в принципе, который мне когда-то дали, что важно, если ты делегируешь, контролировать этот момент. То есть нельзя просто, не знаю, делегировать продажи полностью и вылезти вообще из этого, ну, в плане, пока, допустим, у меня нет такого понимания. То есть мы очень много времени потратили на то, чтобы установить, допустим, CRM-систему, чтобы у нас была возможность залезть в любое время в переписку, в любое время в звонок и найти вот это вот звено, чтобы мы понимали, что оплата клиенту проходит через наш там расчетный счет, да, грубо говоря, что у нас запрещено, например, в компании там принимать, там, не знаю, что менеджеру, там, грубо говоря, клиент отсчитал, и он там, ну, там захотел сверху накинул, захотел нет. То есть это контроль. И то же самое, то есть не может не знаю, не могут на складе отпустить декор, который строго не проходит через эту CRM-ку. Вот есть заказ, который прописан, да, там, не знаю, сумма, описание полностью этого заказа. То есть вот все, отдел продаж передал, там, не знаю, администратор распределил, на складе этот момент, да, отгрузили, да, грубо говоря. То есть вот самое главное контролировать, да, вот этот процесс. И в целом многие почему-то делегируют. То есть, не знаю, вплоть до того, что отдали рабочий телефон. Как человек ответил там, вашему клиенту, ответил ли вовремя, как прошел диалог. Ну, то есть вы же должны знать эти процессы. То есть, по крайней мере, хорошо, вы не в каждый процесс вникаете, но вы должны иметь доступ в любой момент это посмотреть. Ну и, наверное, оттачивать моменты не только того, что ты красиво собрал декорацию, но и оттачивать моменты, что ты красиво, структурно управляешь людьми, что ты умеешь прозрачно считать сметы тоже. То есть, что тоже, да, большая проблема часто. Элементов много, там, не знаю, 1000 наименований в одном заказе. Ты должен, не знаю, мы систематизировали это все там по таблицам, каждый элемент, и, там, не знаю, не абстрактно называем цены, там, не знаю, вот вам за декор 200 тысяч получите, распишитесь, а мы, там, не знаю, составляем огромную смету, и в ней там прописаны все вот эти моменты. То есть вообще это сейчас прозрачно. вот провести свадьбу, если человек хочет максимально бюджетно провести свадьбу, в какой ценовой диапазон он попадет? На небольшие мероприятия, например, там, ну, не знаю, 50-60 Да, человек 50-60 человек. по Бишкеку. Блин, на самом деле и за 200 тысяч люди делают свадьбы на такое количество. А есть люди, которые, там, не знаю, и 2 миллиона тратят на такое количество людей. Тут нет универсального рецепта, вы смотрите. Вообще, в принципе, на мой взгляд, в
целом культура проведения мероприятий должна прийти к тому, что человек делает мероприятие, если он может себе это позволить. Ну, в плане я очень сильно не понимаю и не поддерживаю, когда люди берут, там, не знаю, предпочитают сделать свадьбу, нежели там отложить деньги на квартиру, да, например. Ну, в плане, что свадьба — это разовая эмоция. Да, на всю жизнь, да, понятно, классно, там, не знаю, потусить, но все равно, то есть должны быть какие-то рамки разумного, да. То есть все равно, там, не знаю, базовые потребности, типа жилье, оно должно быть в приоритете. Вот. Да. Нету универсального рецепта, за сколько сделать свадьбу. Говорю, то есть люди и за 200 тысяч делают, за 2 миллиона. Причем и там, не знаю, на 20 человек мероприятие может быть. Вот. И такие чеки к нам приходят, и ну, бывает по-разному. Факап номер 1. Блин, дайте чуть время подумать, сейчас вы же там это смонтируете, как делать. Может быть, детям, может быть, в жизни. Это прям... Я не знаю, если в семейной жизни факап, у меня было такое, что я забыла об утреннике ребенка, потому что я назначила на это время встречу. Вот лично для меня, как для мамы, это был прям факап. Мне прям плакать хотелось. Ну, потому что я там, ну, то есть у меня там, слава богу, еще и клиент был понимающий, я просто, ну, в плане, что это вот был постоянный клиент, он у нас по итогу заказал, все нормально, провели мероприятие, но суть в том, что мне звонит воспитатель, говорит, а вы где? У нас утренник начинается. То есть, а я понимаю, что я еду навстречу. Вот, ну, благо это вот было еще на территории клиента, я просто съездила на утренник и поехала. Ну, это вот опять же, да, минусы совмещения материнства и предпринимательства. А в работе, ну, у нас было такое, что в разгар сезона отпустили сотрудников в отпуск, администратор нескольких сотрудников отпустил в отпуск одновременно. Ну, то есть что-то... Не согласованно. Нет. Вот, ну, это тоже факап. Ну, и я понимаю, что как бы... Ну, кроме как нашей ответственности в этом тоже... И как вы вышли из этой ситуации? Просто нам пришлось привлекать людей, дополнительных людей. Вот. Не знаю, бывает, я не знаю, какие-нибудь заказы с Китая не приезжают. Но это, я не знаю, это не то, что факап, это уже обыденность. Если ты там что-нибудь заказал, например, откуда-нибудь там, не знаю. Вот вы сейчас рассказываете многие моменты. Товар не пришел с Китая, сотрудников отпустили, я не знаю, кто-то подвел, пришлось поехать туда. Большинство людей представляет предпринимательство, это что-то, знаете, что-то простое, где человек сидит, только считает денежку, получает прибыль, и все у него классно, все у него на режиме лайт. Но на самом деле это не так. Вот судя по вашим словам, я тоже сейчас понимаю, что в сфере декора, в сфере организации мероприятий очень много моментов, которые действительно могут... Надо иметь железные нервы Да. любому предпринимателю на самом деле. И в принципе, как сказать, это, ну, у меня просто так получилось, что я ничем не занималась в жизни, но сейчас объективно я, не знаю, разговариваю с другими предпринимателями, понимаю, сколько люди получают просто на, там, не знаю, каких-нибудь хороших должностях просто в найме, я бы иногда задумалась, а стоит ли оно того. Но это, да, это не так, что ты сел такой и плывешь там по течению. У нас был период, ну вот, в пандемию уже все пострадали, мы тоже пострадали, мы 2 года брали хорошие долги, благо у нас, ну, была возможность где занять определенную сумму просто для того, чтобы оплатить сотрудникам, которые у нас Заработную есть. плату. Да, то есть мы работали в минуса, причем страшно, то есть и на тот момент для нас это были такие огромнейшие суммы, я говорю, блин, что мы будем делать? Но как-то, не знаю. Не думали бросить на тот момент? Нет. Честно говоря, такого пока не было. Вот, слава богу. Ну, не знаю, что... Ну, я говорю, опять же, ну, нет желания. То есть понятно, что да, есть там реализация в проектах, есть реализация в финансах. Ну, понятно, что, ну, не знаю, не было такого, чтобы там все, завтра прекращаю этим заниматься. Вот. По регионам работаете? Да, выезжаем. Ну, Часто зовут туда? Иссык-Куль вообще на сезон это там... Здравствуйте, приехали туда-сюда, можем кататься вот там за лето. Мы, кстати, даже в Казахстан бывало выезжали, то есть... Ну, Для проведения мероприятий? Нет, вот мы ездили как-то, допустим, просто декорировать ресторан, там, грубо говоря. Ну, он сам тоже, допустим, отсюда местный, но у него там, например, бизнес в Казахстане. Бывало такое, что, там, не знаю, в Астану ездили, там, не знаю,
в И вы Алмату. все это организовали, все это сделали? Да, ну, по сути, А просто... у меня такой вопрос. Если сотрудники сейчас вам сделали. придет заказ из Казахстана, Мгм. где вас попросят, предположим, свадебное мероприятие Мгм. полностью от и до, декорации, цветочки, пускай даже искусственные, это возможно, это реально? Декорацию сделать, да. Допустим, взять организацию в Казахстане, на данный момент я бы не делала этого, Мгм. потому что, опять же, я не специализируюсь на рынке того региона. Вот, то есть вообще, в принципе, почему мы организовывать начали. То есть, еще раз, да, разница, декоратор – это Да, тот, мы кто пришел, визуально поставил там фотозону, президиум и так далее, организатор, который все это организовал, всех подрядчиков придумал, там, не знаю. От и до под ключ. Да, да. Вот. То есть, допустим, задекорировать, поехать в Казахстан, ну, на мой взгляд, вообще никакого труда не В составляет. принципе, плане. любые страны СНГ, декорации, вообще проблем особо нет. Разные просто- чеки, потому что ты все равно прикидываешь примерно, сколько бы вот этот, там, не знаю, метр бруса стоил в Астане, например. То есть ты все равно там, ну, то есть дольше составляешь смету. Но так как бы поехать, выехать, ну, почему бы нет. Но с казахские компании часто заказывают декорации. Правда, на территории Кыргызстана переводят при этом. Ну, в плане сейчас же легко довольно-таки, раз перевели там оплату на расчетный счет. И, пожалуйста, нам в целом без разницы, куда поехать. Поехали в Алмату, поехали там куда-нибудь. Ваш номер один сериал, номер один фильм и номер один книга. Я не смотрю сериалы Вообще. вообще. Вот я с рождением ребенка, последний мой сериал, вы поверите, это была «Игра престолов», когда я была беременна первой дочерью. Ну, кстати, это, наверное, вот, кстати, наверное, последствия всего моего совмещения. Я практически сейчас, за последние пару лет, я очень мало смотрю фильмов. Не потому что я не люблю, просто времени нет. И ну, так получается, что я не смотрю сериалы. Вот, но вообще из фильмов... Ну, вот то, что я сейчас вспоминаю, не знаю, мне нравится «В погоне за счастьем». Это фильм, который мне отец в свое время показал. Это вот, не знаю, я что не подготовилась, подождите. Не подготовилась. По книгам, ну, не знаю, из последнего... Вообще читаете книги? Потому что Сейчас многие мало. предприниматели сейчас уже не успевают даже читать. Да. Сейчас Сколько мало, я спрашивал, честно. многие не читают У меня уже. вот такая коллекция книг, которые я хочу почитать, то есть вот действительно, но из них я читаю, ну, немного. Я все-таки тешу себя мыслью, что детки чуть подрастут, станет проще. Допустим, мне очень тяжело детей укладывать вечером, то есть они они меня вот вечером облепили, и я не могу вот как бы, ну, то есть все, вот, легли, по сути, мы легли спать, и все, и я там вместе с ними уснула. Вот. Фильмы смотрю, очень люблю. Честно сказать, я очень люблю всякие мелодрамы, драмы, вот если просто для удовольствия. Но потому что супруг любит триллеры, я часто смотрю триллеры. Вот, но вообще, по большому счету, я вот люблю какие-нибудь такие, не знаю, жизненные формата. Ну вот я говорю, вот, я вспомнила «В погоне за счастьем», это фильм, который мне папа когда-то показал и посоветовал, и тоже я многие, наверное, моменты оттуда его взяла. Это где Уилл Смит снимается же, Уилл да? Смит, и, по-моему, там его сын снимается. его Да, сын. да, Его крутой сын. фильм. Вот. Ну, это классный фильм. Из таких, вот, скажем так, раздолбайских фильмов, ну, которые просто для удовольствия, я люблю там какую-нибудь фантастику а-ля «Бегущий в лабиринте», что-нибудь там «Дивергента», что-то вот такого. Но это, как бы, я считаю, это просто так. Как назвать жанр? Утопия или что-то в этом роде, да? Я не знаю, фантастика я это так называю. Ну, не сильно я вам в этом смогу подсказать в жанрах. В книгах я не читаю всякие там типа романы, детективы. Бизнес-книги. Я вот стараюсь читать либо психологию, либо что-то касательно бизнеса, управления, маркетинга, что-то такое. Честно говоря, ну... Из этих номер один. Мне очень понравилось, вот из недавних я прочитала «Мэй Маск», «Женщина, у которой есть план». Ну, в целом, Хорошая книга. Хорошая книга. Она очень легко читалась. Ну, я говорю, опять же, раньше я больше читала. Сейчас, ну, вот я говорю, за последние. Вот как дети появились, почти нет на это времени. То есть вот так изредка берешь где-то с собой, не знаю, в поездке, мимоходом стараешься читать. Хотя я хочу эту привычку в себе внедрить. В период подкаста мы, наверное, добавим фрагменты ваших инстаграм-отрывков, добавим, наверное, фрагменты вашей работы, деятельности, чтобы было разбавим, так сказать, интересным контентом. Да, вот то, что вы говорили же, всякие вот. У меня много контента, я вам вообще могу
Ну, мы на самом деле, мы на контенте очень сильно помешаны, и в целом я считаю, что, ну, кстати, опять же, одно из, вот когда меня спрашивают, на что обратить внимание новичку? На контент. Мы живем в том веке, когда люди покупают глазами и эмоциями. То есть важно не только красиво, там, смотрите, какую красивую картинку сделал, нет. Важно как-нибудь так подковырнуть, что вот у нас был такой звездец, но смотрите, как красиво получилось. Вот это вот, ну, как бы это то, что продает сейчас, ну и наши соцсети тоже это продает. Вот. Алин, честно говоря, было очень приятно. Прям, я честно скажу, разговор так быстро пролетел, мы даже не заметили, как мы с вами большое количество времени уже обсудили темы материнства, бизнеса, всех аспектов, которые касаются вас. Вот вы скажите, пожалуйста, пару слов мотиваций для людей, которые посмотрели этот подкаст. Что вы для себя в этой жизни, наверное, улучшили бы в себе, чтобы стать еще лучше? Кем являетесь на сегодняшний день? Наверное, на этот вопрос не отвечу, но просто самое главное в жизни в целом, как мне папа так всегда говорит, рви вот так вот. То есть, если есть препятствия, ну, блин, ну Иди просто вперед, иди, только да, вперед. и все. Ну, то есть, вариантов нет, за тебя никто не сделает. Отцу привет. Да. Ну, он тоже, как бы, судя по разговору, наверное, вы поняли, что, ну, он, как бы, является таким мотивационным моментом в моей жизни. Наверное, ну, вот, отец, супруг, это вот. Два мужчины в жизни. Ну, вот я говорю, рви. Вот, ну, наверное, вот это единственная такая мотивация. Потому что если рвать, то в целом можно быть и мамой, можно быть и, там, не знаю, и предпринимателем, можно успевать путешествовать. Да, ты будешь как бы и везде, и нигде. В плане, ты везде по чуть-чуть, но просто я в свое время выбрала для себя это, ну, в плане, мне очень нравится такой темпоритм жизни, и мне в целом нравится, что у меня каждая минута в жизни расписана. Ну, для кого-то это не ок. Ну, Я извиняюсь за вопрос. У вас родители как? Не могли бы рассказать? Они здесь, в Кыргызстане, или... Они здесь, у меня есть и мама, и папа, они в разводе, с детства в разводе. В принципе, оба занимаются предпринимательской деятельностью. У вас это в крови, значит? Ну, наверное. Ну, наверное, кстати, это тоже повлияло. Ну, в плане, это тоже повлияло на мировоззрение. Ну, связь есть, Да. несмотря на да, развод. Да, да. А, у родителей? У вас. У меня с родителями, да, с как бы я отцом? общаюсь и с мамой, и с папой. Вот. Круто. Ну, наверное, подытожим тогда. Я в первую очередь благодарен вам за вашу историю. И все-таки у меня один вопрос. Если вот, начинающему бизнес-леди, вы все-таки, если есть возможность и вариант, вы пожелали бы, чтобы они начинали и бизнес делали именно с мужем? Или все-таки не стоит это делать? На первых этапах это легче. То есть, как бы, что греха таить, это легче, когда ты идешь рядом бок о бок с человеком, у вас одна цель, это легче. Но важно дойти до какого-то момента, когда вы понимаете, что вот-вот будет пик. То есть в этот пик либо вы разрушите все, то есть и семью, и бизнес, либо вы, ну вот как в нашем случае было, мы вот в момент развода, то есть как один бы, развелись. То есть, да, по сути, там, и непонятно, Вы что... прям до конца развелись? Или не успели все-таки? Нет, мы прям подали заявление Юридически в ЗАГС. развелись? Нет. В последний момент супруг сказал нет, избрал заявление. Но это он сказал. Но как бы говорит, нет, давай. То есть вы были готовы? Да, я хотела развестись на тот момент. Крутой, да? Вот. Хотели поломаться немного, да, и он такой, я мужик, нет, не будем. Ну, просто начнем с того, что он тогда первый подал на развод, я повыеживалась, сказала, нет, раз разводимся, до конца разводимся. Ну, как бы, нет, просто кроме шуток, конечно, в начале бок о бок идти гораздо проще, ну, в плане, это легче, и особенно девушки, то есть мы все равно живем в мире, где, ну, так или иначе, мы живем в Азии, у нас патриархат действует, и тяжелее девушке идти, и, не знаю, ломиться в дверь и говорить, давай, делай. То есть, как бы, приходится в любом случае, если ты предприниматель, ты пойдешь и будешь, там, не знаю, в дверь не пустили, в окно полезешь. Но легче, как бы, когда кто-то тебя поддерживает. Хотя бы, если вы не видите поддержку там в супруге, не знаю, ну, там, не знаю, в брате, в папе, в ком угодно, в себе. Ну, если есть желание, в любом случае, как бы, у вас получится. Но важно, дойдя до точки, когда вы понимаете, что либо
разрушится все, либо, то есть нужно сделать там несколько шагов назад. В моем случае мне нужно было сделать несколько шагов назад, не напирать, и последнее слово не за мной. Ну, в плане, допустим, в моменте управления, вот в нашем случае последнее слово не за мной, потому что не может быть две головы. Кто-то должен шагнуть назад. Ну и вот как бы вот именно в моем случае, что я шагнула назад. Да, ну, понятно, да, там строим компанию, да, это все, там, не знаю, я везде все знают, там, допустим, меня как лицо бренда, но фактически, то есть все равно, как бы все равно вот Мудрый шаг, мудрое решение. Но я надеюсь, что через 50 лет оценим результаты того, что, ну, вдруг получится сохранить и бизнес, и семью, потому что это, я считаю, что будет главной победой в жизни. Я думаю, у вас получится. Раз вы уже добились таких успехов. Желаем, чтобы все было так. Все будет хорошо, Спасибо. я думаю. У вас на сегодняшний день, вот я просмотрев ваш Инстаграм, изучив его, честно говоря, я был удивлен, что декорация, вообще вот декорацию, ну, не знаю, как правильно это объяснить, бизнес связан с декорациями вывести на такой уровень, на такой масштаб, что вы уже осуществляете и в СНГ, и в Казахстане, и в Узбекистане. Все это на такой уровень перевести и держать баланс семья, дети, муж. Это все, я честно скажу, это кропотливый труд. Но вам это удалось. Раз вам это удалось, я думаю, удастся еще и больше масштаба. Мы вам этого желаем. Спасибо. Спасибо, что посетили нашу студию. Спасибо, что Спасибо. поделились сокровенным. Спасибо, что уделили нам внимание. Нам было очень приятно с вами поболтать. И мы обязательно отметим, делаем отметку в Инстаграме, в Ютубе, Будем на рады. ваши каналы. Да, будем рады. Ну, мы, на самом деле, это первый мой подкаст, и я надеюсь, что я посмотрю, и мне потом не будет непонимания к себе, почему я так много и сумбурно ответила на все, но... Все круто, все отлично. Все было замечательно. Вот, Я спасибо, думаю, людям спасибо за понравится. доверие. Самое Спасибо. главное, искренние эмоции. Спасибо вам и удачи. Спасибо большое. Удачи вам. И вам, и вам.